Гарах Уланович Галаев. Боевой путь нашего героя начался практически с первых дней Великой Отечественной войны. Он только был призван на службу в Красную армию, как в связи с началом военных действий их направили на Украину, на которую пришелся один из первых ударов противника. Галаев Гарах Уланович родился в 1921 году в селении Али-Юрт. В 1941 году в апреле он был призван на службу, и он попал в 660-й стрелковый батальон, который дислоцировался в Ростовской области. Мы выходцы из Алхасты, из сельского поселения. Вот они там жили, и окончил он там 4 класса. Но он поступил в Грозненский нефтяной техникум. Там он проучился год. Потом старшего брата призвали его в армию. Но из-за того, что мать была, младшая сестра, брат был дома, с ними оставаться некому было за ними смотреть. И брат его отозвал с этой учебы, чтобы он остался с семьей и оставил учебу, что ему надо было в армии. И он вместо брата пошел в армию, и попал он в Ростов. Он говорит, только мы присягу приняли там, карантин закончился. И Киев, вот в 1941 году, как раз бомбили из Киев, началась эта война, и их перекинули в Киев. И он там воевал за оборону Киева. Вот. С боями он дошел до Воронежа. В Воронеже его, он рассказывал, ранили его. Он лежал в госпитале 2 месяца. После того, как Гарах оправился от ранения, он сразу же вернулся на фронт, правда, уже в другую военную часть. Через 2 месяца он вернулся на фронт, но уже воевал в составе 548-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии. Стоит отметить также то, что этот полк в основном воевал на Сталинградском направлении. Они защищали город Воронеж и его окрестности. Он также получил несколько ранений. И также стоит отметить то, что он был командиром пулеметного расчета своего стрелкового полка. Он воевал в Курской дуге, дальше Сталинградскую битву он воевал. И оттуда, вот, как он рассказывал, и до Берлина дошел, были у него награды. Гарах Галаев прошел войну до самого победного конца. За все это время наш герой не раз был ранен. У него множество боевых заслуг. После того, как в 1944 году советская территория была освобождена, он также участвовал в освобождении европейских государств и воевал даже в Германии. В дни освобождения Украины в 1944 году он получил орден славы 3-й степени за выполнение ответственного боевого задания по добыче ценной разведывательной информации. В той операции он был командиром, и также его сослуживцы, те, которые с ним участвовали в этой вылазке, также были удостоены высоких правительственных наград. Гарах Галаев прошел боевой путь самым достойнейшим образом, но, несмотря на это, старался не вспоминать и не любил рассказывать ни о самой войне, ни тем более о своих подвигах. Для него и для многих других настоящих героев эта война была неразрывно связана с горем, сплошными потерями и лишениями. Он не любил про эту войну рассказывать. Он говорил в 1944 году, говорит, когда наших выслали, вот, нашу нацию, и там, говорит, тоже, говорит, построили, говорит, нас. И чеченцы, ингуши, они сказали, освобождают от войны, вот, посылают домой. И посадили, говорит, их в эшелон. Когда их посадили в эшелон, они, не знаю, говорит, как вороны, говорит, подъехали вот эти вот самолеты, разбомбил, говорит, этот эшелон. С того момента, говорит, вот из-за этого эпизода, говорит, он не любил вообще рассказывать про это. Он, говорит, остался, и он сказал, война спишет, говорит, оставайтесь. Вот так он остался. Дошел до этого Берлина. В Берлине, он говорит, мы были где-то 6-7 месяцев. Жили, говорит, в семьях, немецких семьях они жили. Он немецкий язык хорошо выучил, он знал по-немецки, все понимал. И оттуда они вернулись где-то в конце сентября, где-то в начале октября, говорит, мы оттуда вышли. И снова в Киев приехали они. Где привал, где город, там, где ночевка, где привал был, у них, видимо, ночное время. И вот оттуда, говорит, мы снова приехали в Киев, говорит, опять, говорит, нас начали воевать с бендерами.
город Львов, и там, говорит, очень тоже, говорит, большие потери были, говорит, у нас. Наш герой избежал демобилизации в 1944 году. Даже после окончания войны он, как один из лучших и опытнейших бойцов, еще некоторое время участвовал в ликвидации последствий военных действий и лишь потом отправился в Казахстан к родным. Он дослужился до звания сержанта в 1944 году. В 1945 году он был произведен в старшие сержанты. Войну закончил в Германии, в городе Герлиц. В декабре 1946 года он был демобилизован. Трижды был ранен за годы Великой Отечественной войны. Завершение службы и возвращение, к сожалению, не на родину, а в Казахстан, где отбывал ссылку ингушский народ. И здесь Гараха ждали новые потрясения. Его самые близкие и родные люди не вынесли тяготы депортации. Погибли от голода, холода и болезней. Они жили в Казахстане, Кустанайской области, Орджоникидзевский район, станция Заяцкая. Там они жили, и там заболел брат у него от осложнения гриппа, он умер. Мать там умерла тоже от болезни. Там же голодное время же было. И младший брат там умер у него. Там они похоронены в этой Кустанайской области, в этом Орджоникидзевском районе. В Казахстане нашему герою удалось найти родных по матери. Они помогли Гараху пережить горе, устроить жизнь. Он поехал, где вот родственники есть, поехал в Казахстан. Там он женился, на маме женился он. Я первый ребенок у них. Вот, и мы вернулись оттуда где-то в 1957 году. Поехал он в Казахстан, нашел там дядю по материнской линии, начал с ним жить. Потом они ему сосватали, он женился на моей бабушке. Бабушка была в семье больше солдат, нежели дедушка, будучи военным. После реабилитации ингушского народа Гарах Галаев в числе первых вернулся на родину. Сразу же активно включился в трудовую и общественную деятельность. Он пошел, как сказать, в администрацию Назрановскую, чтобы ему дали работу. Его направили в Алиюрт. Он работал в Алиюрте, в сельсовете, в лесничестве. И оттуда здесь жили его родственники Галаевы. Они его вернули вот сюда, и с тех пор мы жили в крепости. Где-то 1959 года. Потом он устроился на работу в райбольницу, в бухгалтерию. Он бухгалтером работал, кассиром работал. В 1992 году он вот как бы на пенсию ушел. Он упал, у него перелом был, вколочен перелом бедра, и по этой болезни он остался дома. На пенсию ушел. Удивительно скромного, доброго и отзывчивого Гараха Галаева очень любили все. И родные, и коллеги, и односельчане. Сердце нашего героя, несмотря на множество горестей и трудностей, выпавших на его долю, оставалось открытым. Он очень спокойный, скромный человек был. И односельчане все его уважали. Оставил нам после себя доброе имя. Мы гордимся им. А мы, дети... Ну, сколько нас? Нас 6 человек. У меня 4 брата, 2 сестры нас было. Есть у нас и внуки уже у всех. Наш герой никогда не отчаивался. Пережитые лишения нисколько не сломили его. Гарах ценил то, что имеет, старался найти утешение в своей семье, детях. Он с работы приезжал, пресса, газеты читал обычно. Ну, спрашивал, как у нас учеба там, как, что, где помочь, где что вам подсказать детям, обычно своим детям. Он очень дорожил своей семьей, потому что у него никого не осталось из своей. И поэтому своих детей, и вот свою семью он очень дорожил этой семьей. Папа был очень хорошим человеком, добрым, вежливым, очень даже. Я даже как сноха очень его любила. К внукам относился очень хорошо. Он их всех так любил. Ну, дедушка был замечательным, конечно, человеком, очень таким, знаете, таким с обостренным чувством справедливости, очень правдивым. Вообще не любил ложь ни в каком проявлении вообще. И всегда старался, чтобы там и дети ему всегда честно все отвечали, и мы, внуки. Он никогда не любил, когда человек обманывает, врет. У него этого у самого не было, и он этого не любил. Он всегда говорил, человек должен быть честным, добрым. Он, одно слово, он был порядочным человеком. Оставлял, чтобы детям все время говорил, служить надо, в армию надо.
все там внукам. Учиться надо хорошо, всегда спрашивал. Ну, поощрял немножко, кто хорошо учится. Ну, добрее человека я не встречала. Вот. Я прожила не так много, но тем не менее дедушка особняком стоит. И в человеке старался все доброе увидеть. Вот никогда не подумать, что человек там может что-то плохое ему сделать или какую-то подлость по отношению к чему-либо. Мне кажется, вот какой он сам был, таким он старался воспринимать и видеть других. Когда вспоминаешь, такая тоска берет, и чувствуешь, что он нужен, что он необходим, был бы он сейчас с нами. Очень его не хватает, конечно. Каждый раз, когда вспоминаю детство, да, и первый на ум приходит дедушка, конечно. Вот этот его светлый образ, как он приезжал с работы и обязательно что-то нес в руках. Даже когда я экзамены сдавала, он всегда вот, я читал аяты, я за тебя молился, у тебя все будет хорошо, вот настолько. Прекрасно зная всю лишенную какой-либо романтики правду армейской службы, Гарах все же считал, что мужчина по возможности должен пройти эту школу. Когда вот в армию забирает вот сыновей, каждый, кто в армии, он всегда вот какое-то наставление им давал. Слушайтесь командиров, всегда помогайте, где нужно, своим товарищам, чтобы вами гордилась, защищайте нашу Родину, чтобы вами гордились наши родственники, соотечественники, все, чтобы вами гордились. Вот такие наставления он давал. И он каждому говорил, вот я, когда вырасту, у меня получится врач, второго инженера. Он распределял, и так, и как это получилось все-таки. Как он сказал, так и получилось. У нас один юрист, я хоть не врач, но тоже по медицинской линии. Как он предсказал, вот как он нам настаивал, так с нас что-то вышло, как говорится. Наш герой беззаветно любил родину, свой народ. Это чувство во многом помогало ему по жизни, направляло, придавало сил. Он гордился тем, что он ингуш, что у него ингушское воспитание. Ему очень нравился наш менталитет. Он старался воспитать своих детей именно в духе. Очень любил смотреть парады по телевизору на Красной площади. Когда он не болел, он уже мог ходить, он был здоровым. Он в ряду первых на парадах у нас в Назране на площади Согласия всегда участвовал. А уже будучи прикованным к постели, он же долго болел. Он любил это все смотреть по телевизору. И вот такие вспышки, воспоминания у него бывали о войне. Как и все ветераны, мне кажется, он, как и все, не любил вообще войну вспоминать. Но бывало, что вот мы смотрим с ним парады, и у него такие воспоминания возникали, как тяжело это все давалось. Очень любил своих, знаете, это правильно сказать, людей, которые с ним воевали. Вот. Он не говорил о них как о ветеранах, он говорил, это люди, это каждый из них человек с большой буквой, потому что они понимали, какой ценой эта победа им далась. Многочисленные боевые заслуги Гараха Галаева отмечены рядом наград, которые наряду с другими материалами, фотографиями, документами можно увидеть в Ингушском государственном музее краеведения в Назране, где о нашем герое хранится именная папка. В музее краеведения имени Мальсагова есть папка с материалами на участника Великой Отечественной войны Галаева Гараха Улановича. Также есть костюм с наградами, который выставлен в зале Великой Отечественной войны. На этом костюме очень много наград, в том числе и трудовые и боевые награды, среди которых орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу в войне над Германией, многие памятные медали и медаль ветерана труда и за многолетний добросовестный труд. Последние годы наш герой болел. Гараха Галаева не стало в 2005 году. Но подвиги нашего героя, пример его жизнелюбия, смелости, стойкости и огромной доброты – все это будет жить не только в сердцах родных, близких, но и в памяти ингушского народа.